До сентября 2017 года из аварийного жилья в Якутии будет переселено более 28 тысяч человек. Об этом заявил глава республики Егор Борисов. Президент при этом подчеркнул, что работа в данном направлении обозначена как главная задача президента и правительства республики. На цели по сносу аварийного жилфонда и переселению якутян в новые квартиры необходимо более 30 миллиардов рублей. Порядка 15 миллиардов республика уже имеет за счет средств федерального фонда и денег, вырученных от продажи 7% акций компании «Алроса», озвучил Егор Борисов. Уже в этом году по Якутии будут снесены рекордные 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Жительница столицы республики Вера Константиновна Рыбакова переехала в новую квартиру совсем недавно. До этого 23 года она прожила вместе с семьей в здании старого общежития. По ее словам, жилье пришло в непригодность еще несколько лет назад, и о каких-либо комфортных условиях жизни речи быть не могло. Со временем дом, естественно, начал опускаться вниз, под полом вода. Полы стали проваливаться, холодно стало, на первом этаже вообще невозможно было. Электропровод когда-то вот он страшная была, что вот буквально перед самым переселением мы чуть не сгорели. К счастью для этих людей и еще десятка семей из того аварийного общежития все сложилось более чем удачно. Их жилье признали аварийным и определили под снос, а горожанам, всем без исключения, выдали ключи от новых квартир. Новоселье Рыбаковы и их соседи отметили к началу февраля этого года. Все на первых этажах мы все переехали, все довольны, конечно, то, что и тепло, и светло, у каждого своя ванна, и квадратов нам больше дали, чем у нас было там. У нас было практически по 20 квадратов, в принципе, практически у всех. А сейчас 30, 32, 38 и так далее. Эти семьи получили новые дома по адресной программе переселения до 2015 года. Согласно данным, треть всех аварийных домов по республике насчитывается именно в столице. И вместе с этим аварийным жилфондом по улице Кузьмина в список по сносу по Якутску вошли еще 167 домов. Данная программа финансируется из двух главных источников – средств Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ России и бюджета Якутии. Масштабная работа по расселению граждан ведется с прошлого года. По городу Якутску имеется 85 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Из них в прошлом году мы дали на расселение и снос жилья денег на 31 тысячу квадратных метров. В этом году где-то планируем порядка 23 тысяч квадратных метров денег дать, чтобы провели работу по расселению. Всего по Якутии на сегодня общая площадь аварийного жилья составляет 480 тысяч квадратных метров. На то, чтобы полностью ликвидировать старейшую и крайне актуальную проблему республики, необходимы 30 миллиардов рублей. Примерно половину из этой суммы республика уже имеет. Это 8 миллиардов рублей от Федерального фонда и 6 миллиардов, вырученных от продажи 7% республиканского пакета акций «Алроса». Уже сейчас понятно, что этих денег более чем достаточно, чтобы как следует сдвинуть наболевшую проблему аварийного жилфонда в Якутии с мертвой точки. Вот сейчас 2014 год, буду ставить задачу, что этот год мы должны сориентироваться со всеми участниками этой программы и раскрутить ее на полную катушку. От этого зависит будет вообще реализация всей программы до 2017 года. Как сработаем в 2014 году, так пойдет 15, 16 и 17 год. Поэтому это будет основная задача. Однако, по мнению главы Якутии Егора Борисова, этих средств и усилий недостаточно. Республика в лице своего президента добивается от федеральных властей направления на переселение якутян из аварийного жилья дополнительно 18 миллиардов рублей. Данная сумма была выручена Российской Федерацией от продажи своего 7% пакета акций компании «Алроса».
Вопрос направления этих денег на нужды Якутии, а конкретно на мероприятия по переселению, обсуждался в конце минувшей недели в Якутске с федеральной делегацией. Столицу с визитом, напомним, посетили гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. В ходе совещания с делегатами президент Егор Борисов предложил поддержать Якутию в вопросе выделения республике этих федеральных 18 миллиардов. Мы этот вопрос ставим. Минстрой поддерживает, фонд поддерживает, поэтому обратиться к министру, господин Мень, чтобы он тоже поддержал. Мы рекомендуем, чтобы он поддержал продвижение этого вопроса на уровне правительства Российской Федерации. Наша рекомендация, так, сегодняшней нашей встречи. Я вам даже доложу, что он поддерживает. Да, но все равно мы хотим всегда четкости, ясности, поэтому, чтобы в документах появилось. Это, во-первых, мы хотим заручиться поддержкой министерства. В свою очередь, в этом вопросе замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис отметил, что его ведомство со своей стороны полностью поддерживает инициативу президента республики о направлении федеральной части средств, вырученных от продажи акций компании «Алроса», конкретно на снос аварийного жилья в Якутии. Скажу лишь одно, что совместно мы вместе с руководством республики и мы как Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства поддерживаем инициативу, направленную на то, чтобы деньги, которые получила Российская Федерация от приватизации пакета акций «Алроса», пошли на решение проблем республики, прежде всего на проблемы расселения аварийного жилья. Более того, мы не просто это поддерживаем на словах, мы соответствующие документы, соответствующую позицию представили в правительство Российской Федерации после проведенного совещания совместного. И мы всячески будем вместе добиваться решения этого вопроса. В том случае, если республика добьется своего, а все к этому и движется, то к тем 15 миллиардам Якутии будут добавлены еще 18 миллиардов российских денег. В этом случае Якутия уверенно сможет не просто сдвинуть многолетнюю проблему с той мертвой точки, а в прямом смысле снести ее в корни. Причем президент республики четко определил сроки этой главной задачи. Так, по заявлению Егора Борисова, весь аварийный жилой фонд Якутии будет ликвидирован к сентябрю 2017 года.